Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Айсан Николаев поручил главам районов получить паспорта готовности к прохождению отопительного сезона до 15 ноября. Итоги подготовки и начало прохождения отопительного сезона в Якутии рассмотрели 10 ноября на уровне главы республики. Кроме того, профильному министерству совместно с ресурсоснабжающими предприятиями и муниципальными образованиями поручено обеспечить на местах неснижаемый аварийный запас топливно-энергетических ресурсов. Поговорим об этом и не только. Гость нашей студии сегодня Вячеслав Емельянов, министр ЖКХ и энергетики республики. Вячеслав Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Готовы ли объекты ЖКХ и энергетики к предстоящей зиме и отмечаются ли какие-то проблемные вопросы? Можно сказать, что отопительный сезон во всех 36 муниципальных образованиях у нас начался своевременно. Была проведена большая работа в части подготовки объектов коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду. И можно сказать, что готовность объектов у нас сегодня составляет 100%. Большая работа сейчас ведется с муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями. Как вы правильно отметили, на совещании глава республики Айсан Сергеевич Николаев дал соответствующее поручение муниципальным образованиям и нашему профильному министерству в получении, оформлении и получении актов и паспортов готовности к прохождению отопительного сезона. Это ежегодное мероприятие, которое у нас проводится Ленским управлением Ростехнадзора в рамках приказа Министерства энергетики Российской Федерации. И мы, соответственно, эту работу должны завершить до 15 ноября текущего года. Вопросы обеспечения водоснабжением остаются наиболее актуальными для жителей республики. Сегодня объекты строятся в рамках нацпроекта. Расскажите, какие планируется ввести объекты в текущем году и где чистая вода появится в последующем? Мы ежегодно проводим большую работу с федеральным центром в части участия в национальных проектах. У нас по состоянию на сегодняшний день реализуется 5 проектов на территории республики. Это Покровск, Верхневилюйск, Андреевская, Бердигестях и Алекминск. По состоянию на сегодняшний день один объект у нас введен в эксплуатацию в городе Алекминск. И, соответственно, до конца текущего года мы должны ввести водоочистную станцию в городе Покровске. Объем инвестиций по этим 5 объектам составляет порядка 800 миллионов рублей. И данную работу мы будем продолжать в следующем году. Соответственно, соглашение мы подписали с Минстрой ЖКХ России. Объем инвестиций будет более 1 миллиарда рублей. И предполагается к реализации 4 объекта в селе Сунтар, Алтанцы, Амга Амгинского района, ну и, соответственно, Верхний Бестях Ангаласского района. Данная работа будет проведена еще и в 2023 году. Мы совместно с муниципальными образованиями сейчас проводим большую работу в рамках разработки проектно-сметных документаций, в том числе и в рамках нашей региональной программы «Чистая вода». То есть эта работа постоянно ведется, и мы ежегодно планируем проводить данную работу с целью обеспечения чистой питьевой водой к 2024 году не менее 75% населения нашей республики. С прошлого года действует мера поддержки по развитию альтернативных источников теплоснабжения. Отмечается ли эффект данной меры? Да, безусловно, подключение частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения является архиважным вопросом в нашей республике. И, мы иногда в тех вопросах, где есть определенные сложности подключения частных домов к централизованным источникам теплоснабжения, проводим работу, как вы правильно сказали, обеспечения частных домов котлами длительного горения, так называемые. Мы в рамках поддержки резидентов территории опережающего развития в бюджете предусматриваем ежегодно средства, и в течение 2020 и 2021 года мы обеспечили такими котлами более 350 семей этими котлами, и в следующем году данная работа также будет продолжена. А вот касательно энергетики, какие достижения, события отмечаются по развитию отрасли? Большим прорывом за прошлые и текущие годы, можно сказать, развитие энергетики в зоне локальной энергетики, это так называемые северные арктические районы.
Мы совместно с компанией «Русгидро» подписали 72 энергосервисных контракта, то есть в 72 населенных пунктах севера Арктики мы планируем заменить дизельные электростанции с использованием возобновляемых источников энергии. Это преимущественно солнечные электрические станции. Так, к примеру, значит, при проведении Восточного экономического форума мы запустили первую такую гибридную электростанцию в селе Табалах Верхоянского района. Вячеслав Павлович, а вот почему происходят длительные плановые отключения электроэнергии? Довольно часто это вызывает жалобы вот со стороны жителей частного сектора. Да, значит, все плановые ограничения в электроснабжении согласовываются с муниципальными образованиями, Ленским управлением Ростехнадзора и, соответственно, с нами, с Министерством ЖКХ и энергетики. Это вынужденная мера в части проведения ремонтных работ, выполнения инвестиционных программ, а также выполнения мероприятий, связанных с технологическим присоединением объектов капитального строительства. То есть мы очень много строим сейчас объектов и социальных, и бюджетных, в том числе и частных домов. То есть если граждане строят частные дома и подают заявку на технологическое присоединение, энергетики вынуждены ограничить определенный участок и подключить этот дом к электроснабжению. Таких заявок много, и, соответственно, все плановые ограничения, еще раз повторю, согласовываются с главами муниципальных образований. В этой связи главам необходимо определенную информационную работу проводить среди населения от своего муниципального образования. Еще одна актуальная тема обращения – это с твердыми коммунальными отходами. Как оцениваете проведение реформы в Якутии и как продвигается реализация строительства нового мусорного полигона? Да, самый крупный, как вы правильно отметили, проект на территории республики – это строительство нового полигона в городе Якутске на 27-м километре Вилюйского тракта. Объект строится за счет республиканского бюджета. На сегодняшний день мы получили положительную экологическую экспертизу. Все мероприятия в части проведения, мероприятий, связанных со строительством полигона, согласованы. Ждем выхода государственной экспертизы нашей проектно-сметной документации, и по поручению главы республики Александра Сергеевича Николаева мы в следующем году, к концу следующего года, должны ввести в эксплуатацию данный полигон, и, соответственно, решить наиболее острую проблему в столице нашей республики. Что касается других муниципальных образований, у нас работают на территории республики 6 региональных операторов в 6 зонах. В арктических и северных районах у нас региональный оператор — это ГУП ЖКХ, и приоритетная задача — это, конечно, термическая утилизация, то есть, простому говоря, сжигание мусора в арктических и северных районах. Мы пробно сейчас эксплуатируем аналогичный объект в селе Чурапча Чурапчинского улуса. Мы на полях Восточного экономического форума подписали соглашение с фирмой ЭКАР и банком ВТБ в части реализации вот таких пилотных проектов на территории Республики Саха-Якутия. После проведения апробации, получения лицензии, свидетельства на это оборудование, мы готовы со следующего года приступить к реализации таких проектов на территории муниципальных образований. Министерство работает над разработкой сервиса «Объединенный платежный документ». Как проходит работа над этим проектом и когда граждане смогут им воспользоваться? Безусловно, оплата за потребленные коммунальные ресурсы должна быть очень простой, удобной для граждан республики. И бывают такие случаи, что граждане идут оплачивать за потребленные коммунальные ресурсы в несколько касс. Да, это нужно будет физически подходить или заходить через определенные сайты ресурсоснабжающих организаций. Наша же главная цель по персональному поручению главы республики к 2024 году по всей республике запустить данный сервис объединенного платежного документа. В этой связи мы сейчас с Министерством цифрового развития нашей республики, а также ресурсоснабжающими организациями и банками, которые непосредственно сейчас с нами сотрудничают, делаем этот сервис, и до конца текущего года мы должны пробно запустить этот проект, но полноценно этот проект должен заработать к 2024 году. То есть это означает, что каждый гражданин со своего телефона, смартфона, планшета или ноутбука могут зайти спокойно через один сервис оплатить все коммунальные платежи, которые у него
есть к оплате на текущий момент. Это, кстати, и снизит нагрузку, снизит так называемую дебиторскую задолженность предприятий ресурсоснабжающих организаций. У нас дебиторская задолженность сейчас более 6 миллиардов рублей, а 6 миллиардов рублей для коммунальных предприятий, предприятий энергетики — это строительство новых объектов, это модернизация, значит, тепловых сетей, сетей водоснабжения, водоотведения. То есть это замкнутый круг, который, значит, в части платежей за коммунальные ресурсы должен быть упрощен и должен быть доступен для каждого гражданина нашей республики. А вот что касается капитального ремонта в республике, многоквартирных домов, каково текущее положение реализации программы? У нас региональная программа делится на краткосрочные программы. В текущем году в плане, значит, регионального оператора к реализации выполнения капитального ремонта более 1200 многоквартирных домов по всей территории республики. Значит, по состоянию на сегодняшний день потребность в капремонте составляет более 18 миллиардов рублей. Исходя из сборов среди населения и государственной поддержки, у нас сейчас средств получается порядка 2 миллиардов рублей. На все эти средства подписаны контракты, выполняются работы. Это работы, которые выполняются в текущем и в следующем году. По подписанным контрактам количество многоквартирных домов выполнения капитального ремонта сейчас составляет более 200 домов, и мы, значит, обеспечиваем очень такой жесткий контроль, и этот контроль не только с нашей стороны, но и со стороны Фонда содействия и реформирования ЖКХ, и Минстрой России ЖКХ, и в обязательном порядке управление Госстройжилнадзора, это стройнадзор, который обеспечивает контроль над реализацией как раз региональной программы. Вячеслав Павлович, спасибо, что ответили на наши вопросы. О прохождении отопительного сезона и не только мы поговорили с министром ЖКХ и энергетики республики. Оставайтесь на нашем телеканале.